Добрый день, уважаемые слушатели! Несмотря на то, что я доктор медицинских наук, заведую кафедрой охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, я не буду сегодня поднимать медицинские проблемы, хотя на это есть много оснований, учитывая сегодняшнее санитарно-эпидемиологическое состояние в нашей стране. О медицинских проблемах мы будем говорить с вами на нашей кафедре, когда вы придете изучать медицинские дисциплины. Сегодня я буду поднимать ту проблему, с которой вы будете сталкиваться в процессе обучения в нашем университете. Вы будете делать много творческих заданий, представлять свои результаты исследования на конференциях, перед широкой аудиторией. Я буду говорить сегодня о 12 ошибках в презентациях. Эти ошибки довольно просты, банальны и легко устранимы, но, к сожалению, видимо, не хочется работать лишний раз над этими презентациями. Чаще всего мы забываем об этих ошибках. Мой многолетний научно-педагогический опыт и результаты опроса экспертов в разных областях сферы образования, науки, экономики позволили выделить наиболее распространенные 12 ошибок в презентациях. Какие же это ошибки? Первое место по распространенности ошибок занимает ошибка, когда много текста в слайдах, на каждом слайде. Представьте себе, если спикер будет зачитывать эти тексты на слайдах, стоя к вам или спиной, или боком. Насколько это будет выглядеть? Создаться аудиторию впечатление, что спикер или выступающий не подготовлен к данному выступлению. Поэтому решение данного вопроса, данной проблемы, это как можно меньше текста. Лимит информации. Существует общее правило: 200 знаков с пробелами. Это 4 строки или 30-40 слов. И еще требуется правильно расставлять на слайде информацию. Прежде всего, это заголовок, затем визуальная информация, визуальный контент в виде графика, в виде таблицы или в виде рисунка. И существует общее правило: один слайд, одна ключевая мысль. И лучше эту мысль ставить в заголовке. Следующая ошибка по распространенности – это мелкий шрифт. Если шрифт мелкий, то уже на расстоянии 5 шагов слушатели ничего не увидят на вашем слайде. И рекомендуется использовать для текста размер точек от 24 до 30, а для заголовка размер 50 и более точек. То есть нужен крупный шрифт. Но при этом не надо увлекаться заглавными буквами. Заглавные буквы, если весь текст представлен таким шрифтом, такими буквами, он плохо воспринимается. Для того, чтобы подчеркнуть какую-то мысль или для подзаголовков, лучше использовать другой цвет или жирность шрифта. Для сносок и сервисной информации используется шрифт 16 точек. Третью позицию по распространенности ошибок составляет отсутствие фирменного стиля. Что значит фирменный стиль? Если вы посмотрели, как презентуется наш университет на своих страницах, на сайте, то вы увидите именно этот фирменный стиль, который придает определенную индивидуальность, узнаваемость нашему университету. Когда вы готовите презентацию, выберите себе шаблон презентации, то есть единый визуальный стиль оформления. Ведь эта презентация – это маркетинговый инструмент, и в ней должны отображаться и логотип, и цвета, и шрифт, персонажей или другие фирменные элементы организации, компании или же в вашу кафедру, где вы готовили презентацию, где готовили научные какие-то изыскания, выполняли научные изыскания. Четвертую позицию занимает ошибка, когда на слайде представлено очень много слов. Решение в этом заключается, что необходима презентация короткая. Если вы уж хотите использовать много информации, то вы можете эту информацию представить в виде QR-кода с ссылкой на дополнительные материалы ваши, или же представить, отослать слушателям презентацию
предусмотрены для текста, с большим объемом текста. То есть можно найти выход. Но бывает так, что вы забыли, о чем говорить. В этом случае ничего страшного. Если вы хорошо подготовились, не останавливайтесь, мысль придет. Вы можете и импровизировать каким-то образом, если хорошо, конечно, знаете свой материал. В чем заключается короткая презентация? Надо учитывать временной интервал. Чаще всего выступление рассчитывается на 15-20 минут. И один слайд на 2 минуты выступления максимум. Общее количество слайдов в презентации не должно быть более 20 с крупными фотографиями, изображениями, или 10 слайдов со схемами или текстом. И вообще советуют, что для старта, для начала работы над презентациями лучше подготовьте текст презентации на 120-150 слов в минуту, и уже на основе этого текста делайте слайды. 5-ю позицию занимают орфографические ошибки. Конечно, наличие орфографических ошибок на слайде это влияет на ваш имидж той организации, которую вы представляете. Для этого существуют автоматические функции проверки в редакторах слайдов, или же можно проверить онлайн. Но желательно, чтобы вы могли распечатать презентацию и вычитать ее с листа, или же попросить кого-нибудь, постороннего, чтобы он прочитал. Им лучше будет, виднее будет эти ошибки. Следующая информация, вернее ошибка в презентациях, это много информации об организации или о себе. 65% экспертов считают, да, надо в презентациях давать информацию о той организации, от чего имени вы выступаете, и о себе. По крайней мере, вы тем самым показываете и свою значимость, опыт и знания свои, и презентуете свой университет в частности. И когда вы говорите об организации и о себе, то таким образом вы у слушателей вызываете доверие той информации, которую вы представляете, и вовлекаете аудиторию в историю вашего вопроса. Извлекайте пользу от той информации, которую вы представляете по организации или о себе. Следующая ошибка, 7-я позиция. Ненаглядность презентации, ненаглядность слайдов. Ведь многие в мире, это где-то 2/3 населения мира, это визуалисты, то есть те, которые воспринимают информацию лучше визуально, чем читая или слушая. Есть даже поговорка: лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать. Эффект превосходства образа. 70% из всех сенсорных рецепторов находится в глазах. И еще учитывайте, что 84 слова заменяет одно изображение. И одно фото, диаграмма или инфографика могут заменить 2 текстовых слайда. 8-ю позицию занимают ошибки. Они связаны с предыдущими ошибками. Что пишут, то и говорят. Не надо читать, зачитывать со слайда. Ведь мало кто воспринимает одновременно на слух и глазами. У слушателей все это вызывает раздражение, когда вы читаете постоянно, стоя спиной или боком к аудитории. Должна быть в презентациях мультимедийность, то есть сочетание различных типов информации. И это дает возможность воздействия на различные рецепторы, на различные каналы восприятия информации. Следующая ошибка – это сложные диаграммы и схемы, которые представлены на ваших слайдах. Не все работают постоянно со схемами, с диаграммами. Многим трудно воспринимать ваши диаграммы, особенно если это широкая аудитория. Поэтому, опять-таки, нужно как можно проще представлять информацию. И в этом случае рекомендуется использовать инфографику. Это последний тренд визуализации в презентациях. Инфографика дает возможность быстрее понять смысл сообщения и передает информацию через знакомые для аудитории образы. 10-ю позицию в рейтинге ошибок занимает низкая контрастность фона и текста.
Рекомендуется, чтобы в презентациях выбрать высококонтрастные цвета, то есть цвета, которые находятся в противоположных полюсах. В частности, в светлое время суток рекомендуется использовать светлый фон и черный шрифт, а в вечернее время или в затемненных помещениях, как сегодня мы видим, наоборот, темный фон и светлый шрифт. Для подбора цветов существуют специальные сервисы. Они представлены на данном слайде. 11-ю позицию среди ошибок, наиболее распространенных в презентациях, занимает использование непонятной терминологии, профессиональной терминологии, иностранных слов. Каково же решение? Но прежде всего, особенно выступая перед широкой аудиторией, используйте грамотную русскую речь. В текстах в ваших выступлениях должны отсутствовать обороты сложные, сложно подчиненные предложения с множеством оборотов, иностранные слова, новые слова, профессиональные термины. Существуют бесплатные сервисы для улучшения текстов. Они также представлены на данном слайде. И последнюю позицию в рейтинге наиболее распространенных ошибок в презентациях выступающих являются технические ошибки. Обратите внимание прежде всего на визуальную доступность ваших слайдов. Кроме того, обратите внимание, с какой техники будут демонстрироваться ваши слайды, ваша презентация, насколько доступны они для ваших презентаций. Чаще всего на конференциях используется размер слайдов 16:9. Кроме того, рекомендуется, если вы выступаете, предстоит вам выступать на конференциях, рекомендуется составить список тех технических вопросов для организаторов мероприятия. Можно попросить и прислать фотографию зала, где вы будете выступать. Тем самым вы будете лучше подготовлены к выступлению. Может, даже фон, аудитория, стены этого зала помогут вам представить в лучшем аспекте, в лучшем виде ваши презентации. Итак, дорогие слушатели, уважаемые студенты, вы прослушали лекцию короткую о тех ошибках, которые наиболее часто встречаются при подготовке презентации, при подготовке выступления по результатам ваших исследований. Очень надеюсь на то, что все эти ошибки вами будут учтены. Они очень просты для решения. И желаю вам на этом удачи, творческих успехов, а самое главное – здоровья. Спасибо за внимание.